скорее всего, якутского и российского кино. Лучший анимационный фильм о Райгирде Дамир Сусликов. Дамир Сусликов. Нет его. Награда найдет своего героя. Спасибо всем. Обязательно награда найдет своего героя, даже в таком тумане в минус 50 градусов. Аплодисменты еще раз победителю в номинации «Анимационное кино». Ну а сейчас, дорогие друзья, для вас прозвучит знаменитый саундтрек, который в 2017 году покорил сердца всех любителей кино и музыки. Идея и мысли данной песни связаны со способностью преодолеть. Всем добрый вечер. Любители фестиваля кино, токи ханын болуктун күндү кийинени таратчылар. Ягатта болуп турдуңар. Бул кино фестиваля кино бастыгын Иван Горный, Татьяна Матылгар, мен көрөмүш докторларына бул колунда. Держим аплодисменты. Попозже обязательно. Да, пока продолжим. И перейдем с вами к номинации «Документальное». Документальное кино, не игровое кино, вид кинематографа. Документальным называется фильм, в основу которого легли съемки подлинных событий и лиц. Термин «документальное кино» был впервые предложен Джоном Грирсоном в рецензии на фильм Роберта Флаерти «Моана и морей» февраля 1926 года в Нью-Йорк Сан. До этого французские журналисты и критики называли так фильмы, сделанные на материалах. Грирсон же определил документальное кино как творческую разработку действительности. Впервые документальные съемки были произведены еще при зарождении кинематографа. Темой для документальных фильмов чаще всего становятся интересные события, культурные явления, научные факты и гипотезы, а также знаменитые персоны и сообщества. Мастера этого вида кинотворчества нередко поднимались до серьезных философских обобщений в своих произведениях. Итак, для вручения приза победителя в номинации «Лучшее документальное кино» на сцену приглашается оператор-постановщик Государственной национальной кинокомпании «Сахафильм» Юрий Бережнев. Поздравляю вас с праздником кино и разрешите сейчас лучший документальный фильм. Лучший документальный фильм «Удельный» Александр Красновский. Спасибо. Ваши аплодисменты победителю. Кстати, господа
награждаемые. Если кто-то хочет сказать слово, не стесняйтесь, говорите. У нас все просто и свободно. А мы переходим к следующей номинации. Операторское искусство. Операторское искусство – это специфическая для киноискусства область художественного творчества, чьей задачей является создание методами киносъемки художественных киноизображений, наиболее полно и выразительно раскрывающих в зрительных образах содержание и идею фильма. Кинооператоры, снимавшие первые цветные фильмы, назывались цветооператорами. Это жаргонное название «камермен», или это английский «камерамен». Изначально термин появился в американской киноиндустрии, употребляется в отношении сотрудников, не управляющих непосредственно киносъемочным аппаратом, а осуществляющих его запуск и остановку, движение по съемочной площадке и устраняющих препятствия самому оператору. Итак, для вручения специального приза жюри за операторскую работу имени Кеши Аммосова на сцену приглашается оператор-постановщик Иван Семенов. Добрый вечер. Мне очень приятно было находиться на этой площадке. Это очень полезный фестиваль. И вообще я рад, что в Якутске, в нашей республике есть такой фестиваль, форум, где можно встречаться, кино, решить кое-какие проблемы, может быть, да? И в прошлом году, когда фестиваль проводился, у нас возникло киносообщество, то есть сообщество кинооператоров, где мы начали уже как-то более-менее серьезно общаться. И для меня честь сегодня вручать эту награду, так как Никита Иванович Аммосов был мастером. И у нас было голосование среди нашего сообщества молодого. Это голосование было анонимным, и большинством голосов мы выбрали победителя. Хочу сегодня, сейчас пригласить Андрея Егорова. В прошлом году также стал руководителем делегации. Мне кажется, он показал более сильную работу. И большинство голосов, Андрей, я поздравляю тебя. Ваши аплодисменты победителю. Можно звук потише, да? Спасибо. Ну, в первую очередь я бы хотел поблагодарить Евгения Николаева, его, к сожалению, сегодня нету, за то, что доверился. И, конечно же, невероятной команде, которая сделала этот мир в короткометражке. Вот, и все абсолютно круто сработали: художники, костюмеры, вот, актеры, ну и все остальные в команде, не только там по специальности, даже водители и так далее. Очень дружная команда была, мне было очень приятно работать, очень удобно. Поэтому спасибо. И также спасибо, конечно же, организаторам Республика Кино за предоставленную возможность и вообще, что вы открываете новые лица. Надеюсь, что участники в этом году, в следующем году примут участие и здесь, и, возможно, уже в других фестивалях. Это станет таким плацдармом для начала их карьеры. Спасибо. Спасибо и огромное аплодисменты еще раз победителю. Ну а сейчас, дамы и господа, мы приглашаем на сцену Романа Винокурова. Двигаемся дубль.
друзья, ну а мы переходим к вручению приза жюри для вручения творческую активность в кино. Монголия. Хочу поблагодарить руководство Саха-фильм, которое пригласило меня участвовать в этом фестивале. Очень рад видеть, которые создают такие удивительные фильмы. И просто большое кино обязательно хорошего, качественного, короткого метра. Поэтому желаю всем ребятам успеха в этом. Специально награждается большое спасибо. Без тех, кто меня поддерживал. Молодых людей, которые со мной говорят. И спасибо. Ваши аплодисменты. Многие мечтают стать режиссерами. Ведь профессор Рошко дает интервью, общается с лучшими актерами и актрисами. Однако работа режиссера не всегда была таковой. В начале рождения профессии режиссер занимался разработкой сценария, проводил работу с актерами и съемочным процессом. Но времена профессии накладывались все новые и новые обязанности, которые делают профессию неинтересной и сложной одновременно. В своем деле режиссер должен отличаться тонким чутьем на качественные идеи и потрясающие сценарии. Время выхода картины должен режиссер ищет средства, интересует инвестор, актеров и съемочную группу, руководит процессом создания и монтажа фильма. Для вручения приза победителя в номинации «Лучшая режиссерская работа» на сцену приглашается Михаил Кулунаков, Республика Алтай, режиссер, автор документального и игрового кино, обладатель приза 4-го кинофестиваля «Серебряный Абузат» за лучший короткометражный фильм. Добрый вечер. Хочу поблагодарить организаторов Саха-фильм. Во-первых, потому что проводят этот фестиваль, потому что фестиваль необходим, чтобы кино развивалось, это необходимая часть в кинематографе. Хочу поблагодарить землю Саха, город Якутск, потому что он потрясающий, просто влюбился в город. Не летний, я так полагаю, просто вот этот туман, мороз, просто я поражен. Я поражен ребятами, фильмами, вы удивляете, это очень круто. Из-за вас у меня развивается комплекс неполноценности, это хорошо. Буду, наверное, двигаться дальше. Я хочу пожелать вам, чтобы вы двигались дальше с той же стороны. Я думаю, что еще чуть-чуть, и вы поменяете всю индустрию кино России. То есть это вот совсем уже. Передать. Чуваки такие пришли там, решают. И сегодня, благодаря этому фестивалю, я оказался в этой роли странных людей, которые решают, кому-то дать приз, кому-то не дать. Вот. И, знаете, если честно, я сегодня на обсуждении я получил удовольствие. Да. Потому что фильм, но я так очень, болел. Я уже хотел, чтобы он получил режиссуру. Вот и мне как-то нам удалось как-то договориться и удалось дать
Лучший режиссер Полон Степанов, фильм Каракихи, да? «Маленький человек». Ваши бурные аплодисменты победителю в номинации «Лучшая режиссерская работа». Хотелось бы сказать большое спасибо жюри. К сожалению, сейчас нету нашего режиссера Аполлона Степанова. Я ему это все передам. Я был главным оператором и режиссером монтажа. От его лица хотел бы передать большое спасибо и пламенный привет из Жиганска. Бурные аплодисменты. Ну что ж, дорогие друзья, настал самый главный момент закрытия нашего фестиваля. Пришло время узнать имя победителя второго республиканского фестиваля короткометражных фильмов «Республика кино». Для вручения главного приза на сцену приглашается председатель жюри, первый профессиональный кинорежиссер Якутии, основатель кинокомпании «Сахафильм» Алексей Романов. Спасибо. Я прежде всего хочу поблагодарить моих коллег, членов жюри, за то, что они по приглашению приехали сюда и участвовали очень активно, плодотворно. Мы много спорили, буду честен. Вот. Что касается лучшего фильма, мы, конечно, у нас были некоторые сомнения, но подумав, что любой проект, что студия, что фестиваль новый, да, проходит такой период становления. Она начинает обретать какие-то формы, обретать какие-то свой стиль, свое лицо, и тем более положение фестиваля как бы направлено на поиск и поддержку молодых кинематографистов, которые начинают делать первые шаги в области кино. Мы все-таки пришли к убеждению, чтобы все-таки как бы выбрать этот фильм. И я хочу сказать, что все-таки с каким-то авансом, потому что все работы имеют какую-то, с нашей точки зрения, профессионалов, имеют некоторые, конечно, слабое звено, которое нужно поднимать, над которым надо работать. И если вот авторы захотят, мы, конечно, с ними побеседуем и расскажем, на что обратить внимание. Итак, к сожалению, наш пятый член жюри от ИСГЖ уехал сегодня утром, но когда настал этот момент, мы подключили его зумом, и он виртуально участвовал в обсуждении этого приза. Лучший фильм «Куко». Бурные аплодисменты победителю второго республиканского фестиваля короткометражных фильмов «Республика кино». Ура! Поздравляем, ребята! Ваше слово. Спасибо. К сожалению, режиссера нашего здесь нет, он в Амге, но от лица его и вообще от команды, наверное, большое спасибо. Это было классно. Мы поздравляем победителей второго республиканского
Республика кино. Ну что ж, а сейчас торжественный и немножко грустный момент наступает. Для торжественного закрытия, а также символ приза второго республиканского кинофестиваля «Республика кино» «Шаманский бубен». Мы приглашаем Сардану Савину на сцену для официального закрытия. Ну, режиссер сегодняшнего закрытия Валентин немножко перестарался, видимо, с бубнами. Ну, что я хочу сказать? Я, конечно, очень рада, что состоялся наш второй фестиваль. Очень рада, что морально тяжело, но третий должен получиться. Я надеюсь, что Министерство культуры нас поддержит и будет, ну, как поддержкой мы сделаем фестиваль третий раз. И хотим замерзли, самые морозы приехали, 48-50 градусов, это, конечно, аттракцион еще тот, скажем так, да? Вот, поэтому, чтобы комфортная погода была, чтобы еще больше зрителей было, немножко карантин помешал. Но я надеюсь, что всем понравилось, наше сообщество, киносообщество растет, развивается, очень много молодых, горящими глазами ребят, мы друг друга поддерживаем, бесспорно. И я очень хочу, чтобы этот формат фестиваля, такой рабочий, очень полезный, он дальше развивался и еще больше расширялся. Но наша мечта, чтобы он стал из республиканского региональным, чтобы из соседних регионов, из национальных республик к нам приезжали. У нас, между прочим, в внеконкурсной программе были несколько региональных фильмов, и очень хочется, чтобы в будущем якутские кинематографисты соревновались с региональными, скажем, а в будущем, возможно, с международными в формате короткого метра. Почему нет? Так что я торжественно объявляю наш фестиваль «Республика кино» под номером 2. И с началом следующего фестиваля, чтобы вы снова здесь оказались со всеми нами и радовались празднику кино. Спасибо. Объявляю фестиваль закрытым. Да здравствует новый. Мы поздравляем кинофестиваля «Республика кино» с успешным завершением. Ура! В 2015 году Борисовой «Давное солнце» получил приз зрительских симпатий на Московском международном кинофестивале. И это стало вторым большим событием после триумфа фильма «Царь-птица» Эдуарда Новикова. И вот сегодня в качестве поздравительного номера для вас прозвучит песня из этого замечательного фильма «А я счастлив». Stay